Сегодня мы поговорим об Origine, нашем новом материале, который, тем не менее, восходит к историческим традициям отделки, так как сделан на основе извести и мраморной пыли, как и шпатула Стухи. Таким образом, мы говорим о материале такого же типа, совершенно натуральном, полностью водонепроницаемом, дышащем, то есть обладающим всеми этими чрезвычайно востребованными сегодня характеристиками, но при этом легком в нанесении. И действительно, он наносится всего в 2 слоя простой кистью. Как обычно, этот материал необходимо наносить на загрунтованную поверхность, поэтому начинаем обработку с нанесения грунтовочного слоя. Цвет был выбран из набора образцов. Смешиваем его с тем количеством присадки, которое необходимо, чтобы получить желаемый оттенок. Потом добавляем 20% воды для получения нужной консистенции, а затем переходим к нанесению первого слоя. Советуем всегда использовать защитные очки, так как возможные брызги от кисти могут быть опасными для глаз. Как вы убедились, нанесение первого слоя не представляет совершенно никакой сложности. Если хотите разбавить немного больше, немного меньше, то это можно сделать. Все зависит от основы. Вот эта растушевка пропадет, и цвет станет намного светлее, как это всегда происходит с известью. Итак, сейчас стена высохла и стала намного светлее, чем раньше, потому что вода испарилась. Это натуральный материал, очень влагопроницаемый, поэтому во влажном состоянии кажется темным, а затем при высыхании становится светлее, и цвет совершенно выравнивается. Стена кажется почти завершенной, но здесь необходим второй слой, и сейчас мы переходим к его нанесению. Итак, второй слой нанесен. Все совершенно ровно, стена еще влажная. Если мы все оставим сохнуть как есть, то получим эффект ровной окраски, гораздо более светлого оттенка, потому что, как мы уже видели, тон становится светлее, но остается совершенно матовым. Если же мы хотим получить эффект сатинирования, то в момент высыхания мы видим, что тон становится светлее, необходимо патинировать, и при помощи старинного приспособления мы сможем добиться блеска. Как только все высохнет, я вам это продемонстрирую. Итак, вот эти пятна дают понять, что материал подсыхает, и именно в этот момент мы можем патинировать при помощи старинной технологии, которая делает известковую поверхность блестящей. Нам нужно избегать касаться тех участков, которые еще не просохли, так как патинирование может оставить пятна. Чтобы не оставлять пятен, необходимо работать только там, где поверхность подсыхает. Теперь можно продолжить. Вот это легкое движение самым кончиком кисти, которая едва-едва прижимается к стене и патинирует штукатурку. Получаем сатинированный эффект с легкими разводами, что и является характерной особенностью этого материала. Итак, стена высохла, она очень приятна на ощупь, что является особенностью исходного материала – извести. Кое-где есть небольшие разводы, что также дает нам ощущение живости, а также этот сатинированный эффект – результат механической обработки кистью,
который у нас называется патинированием. Без этой обработки был бы эффект матовой поверхности. С этой очень естественной обработкой возникает полноценный сатинированный эффект, очень естественный и натуральный. На этом этапе возможна еще одна обработка воском Чара дель Веккио, которая гарантирует дополнительную защиту. Это совершенно натуральный материал и наносится в данном случае при помощи губки, а затем полируется. Посмотрим, что получается. Отлично. Воск сейчас почти просох и остается лишь чуть-чуть влажным, и мы можем полировать, так как если он пересохнет, то это будет сложно сделать. Можно продолжать. На данном этапе работа с Origini закончена. Хочу только продемонстрировать вам один момент, чтобы лучше объяснить этот материал. Вот до этого места мы нанесли воск, отполировали его. Все отлично блестит. А вот здесь у нас только патинированная поверхность. Я сниму ленту и продемонстрирую вам, что происходит, если намочить этот материал. Здесь мы видим, что вода стекает и не проникает внутрь, а здесь вода проникает внутрь. Что это доказывает? Что здесь у нас полная водопроницаемость, то есть вода проникает в обоих направлениях. В данном же случае вода стекает и проходит только в одном направлении, то есть изнутри наружу. Этот материал позволяет нам воплотить множество вариантов с воском, без воска, с патинированием. Различные результаты для различных ситуаций.